Всем привет! Сегодня у нас на календаре 13 января. Праздники продолжаются. Старый Новый год. За бортом температура у нас приближается уже к минус 40. 37 градусов было и ожидается похолодание по прогнозу до 42 даже. Сидим дома, на рыбалку не выезжаем, чем и объясняется отсутствие моих видеороликов, фильмов. Но скоро уже потепление, послезавтра уже до 24, и мы обязательно съездим куда-нибудь, и вы обязательно это увидите. Что у нас сегодня? Сегодня у нас приятная новость. Пришла ко мне вот такая вот посылочка от Алексея Задесенец. Алексей Задесенец у нас с Коряжмы. Написал мне письмо, попросил адрес и вот отправил такую посылку. Я примерно знаю, что здесь снасти, какие именно снасти, я еще не открывал, я его только открыл, верхний пакет, но там еще куча маленьких пакетов, и сейчас мы вместе с вами посмотрим, что нам отправил Алексей Задесенец с Коряжма. Вот такие куча маленьких пакетиков. Так, ну что, поехали. Посылки получать приятно, тем более она подошла к старому Новому году. Это, можно сказать, новогодний подарочек. Так, ну что, поехали. Это вот такая вот блесенка. Раз. Блесенка. Два. Доставать я с пакетиков не буду. Надеюсь, вам все видно. Поехали дальше. Это пока в сторону. Так. Это у меня как новогодний мешок получается. Блесенка 3. Это у нас летние блесна. Лето у нас уже не за горами. Скоро, очень скоро. Где-то через полгодика, дай бог, к нам придет тепло. Вот такой вот маленький, не знаю, что это, ратлин, воблер. Скорее всего, ратлин. Вот. Можно попробовать, наверное, это даже прямо сейчас зимой на окуне. Я так думаю, почему бы и нет. Очень симпатичная букашка. Так. Еще пакетик. О. И в подарок еще 2 искусственных червя отправили. Это вот у нас точно ратлин. Вот такой вот ратлин. И к нему, видать, вот в подарок отправили 2 вот таких искусственных червяка. Так. Ну и вот еще один пакет. Самый большой. Да, это он и есть. Алексей спрашивал, какой тебе нужен номер крючка. Я говорю, я в номерах совершенно не разбираюсь. И вот он, я даже сейчас не могу прочитать, но вот такие вот номера крючков. 1, 2 и 1, вот так вот. Вот такие вот крючочки. Сейчас я достану самый крупный. Это крючки на продольники. Это у нас крючки на продольники. Обалденные крючки. Вот. Можно прямо сейчас, вот зимой, язи, он даже и налима выдержит по-любому. Очень острые крючки, хорошие. Это чуть меньше крючок. Можно весной ставить на продольники. И вот еще. Этот еще чуть поменьше.
Также можно ставить весной на продольнике, можно зимой прямо. Мне кажется, даже вот эти налима выдержат, а этот вообще, ну все номера шикарные. Обязательно мы сейчас зимними вечерами, холодными зимними вечерами, прямо сейчас можно приступать к изготовлению поводков для продольников, чтобы потом только быстренько чмык делать. Можно начинать уже. Сейчас мы занимаемся работой на ютубе, отвечаем вам на комментарии. Уже 4-й день, 5-й день засиделся, холодно, прохладно, никуда не ходим. Так что теперь, Алексей, мне есть теперь чем заняться. А эти снасти, вот эти мы попробуем летом, но это уже мы попробуем зимой. Также попробуем на окуня, на щуку. Все это мы будем пробовать. Еще раз огромное спасибо Алексею. Ну и коль мы сегодня уже собрались, скажем так, то, пользуясь случаем, хочу поздравить. Сегодня у нас 13 января. И хочу поздравить с юбилеем. Сегодня 50 лет исполняется нашему другу, потому что подписчик слова, ну не нравится мне такое слово, он у нас на канале. Вот у нас есть 20 920 человек на сегодняшний день друзей. И вот один из наших друзей, сегодня ему исполняется 50 лет, написал комментарий. И я не могу не поздравить, это у нас Сергей Кулаков. Буквально к каждому ролику Сергей пишет комментарии, добрые, хорошие комментарии, слова поддержки. Ну, сами, наверное, уже кто постоянно пишет, кто постоянно читает, знают это имя, знают эту фамилию. Сергей Кулаков, поздравляю тебя от души с юбилеем, 50 лет. Удачных тебе рыбалок, здоровья, счастья, благополучия семейного и всего тебе хорошего. И также ВКонтакте я сегодня заметил, что сегодня еще 13 января, день рождения у двух моих друзей. Это Дамир Ярулин, канал Тяп-Ляп, земляк мой Сыктывкара. Летом я был в городе Сыктывкар, встречались, сходили в баньку, пенный напиток, рыбка. Познакомились мы с Дамиром на ютубе, а как встретились вот вживую только вот этим летом. Ну, в прошлом, получается, уже в 2020 году. С днем рождения, Дамир. И еще ВКонтакте я заметил, что сегодня еще один день рождения. Это день рождения у Виталия Колодешникова. Это у нас, может, тот, ну, тоже постоянно пишет комментарии. Наш друг, наш общий друг, как он, мурманчанин из Самары. Вот так вот он пишет. Виталий Колодешников. Вот, специально принес вот такой вот знак. Это подарок Виталия Колодешникова на мой день рождения в прошлом, позапрошлом году уже, 19-м. Вот отправил такой увесистый знак, Коми Рыбак. Этот знак теперь у меня стоит в музее Коми Рыбака со всеми подарками, со всеми на видном месте. Так что на полочке так все стоит. Специально принес, чтобы показать вам. Ну и также хочу выразить огромную благодарность это моим друзьям, которые сделали мне новогодние подарки. Это не только Алексей Задесенец, а еще мне сделал новогодний подарок Алексей Адамович, город Симферополь. Спасибо огромное. Ну и также Юра Кулагин, дружище, огромное тебе спасибо за денежный перевод к Новому году. И также спасибо Руслану Шемякину. Надеюсь, Руслана представлять уже никому не надо, потому что я так думаю, что все мои друзья есть на канале и у моего друга Руслана Шемякина. Ну, а кто еще не знает, что я сомневаюсь, конечно, то милости просим зайти на канал к Руслану Шемякину. Это тоже рыбак от Бога, блогер от Бога. Фильмы интересные, природа красивая, живет недалеко, километров 500 по реке только, наверное. Ну, если от нашего поселка 550 километров примерно по реке. И так что, может быть, когда-нибудь доберемся, доедем все-таки вниз по течению. Может быть, когда-нибудь и сделаем нашу совместную рыбалку. Вот. Еще раз огромное вам спасибо. Всех
со старым Новым годом. Сейчас мы это все убираемся, накрываем стол и отметим чисто символически наш староновогодний праздник. Вот такое вот короткое включение. Послезавтра, повторюсь, морозы пройдут, и мы обязательно встретимся на реке и скажем: здравствуйте, друзья! Начинается новая рыбалка. Скоро все будет. Так что надолго не прощаемся. До встречи на канале Коми Рыбак. До свидания.